Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Вопросы переселения, здравоохранения, СВО, решение трудовых споров. Уполномоченный по правам человека в Республике Коми выслушала чаяния горожан. Интерактивные площадки, деловые игры, интересные встречи, мастер-классы и семинары. В Инте прошел республиканский форум «Первые первым». Определить резус-фактор, измерить давление, узнать сатурацию, сделать искусственное дыхание теперь для участников медицинского профильного лагеря не проблема. Ученики лицея номер 1 продуктивно провели каникулы. Ликвидация последствий ДТП и возгорания, боевой рубеж с полосой препятствий и шифровка. Участники городской военно-патриотической игры «Зорница» продемонстрировали командный дух, сплоченность и дисциплинированность. Инту с двухдневным рабочим визитом посетила уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова. Она побывала в нескольких социальных учреждениях, встретилась с участниками специальной военной операции и их семьями, жителями дома-интерната для престарелых и инвалидов в микрорайоне Южный, студентами колледжа, пообщалась с коллективами различных организаций, а также провела личный прием граждан. Программа визита в Инту Веры Железцовой была насыщенной. Омбудсмен побывала практически во всех учреждениях спорта и культуры. В ходе встреч с трудовыми коллективами она рассказала горожанам о себе и сфере деятельности уполномоченного по правам человека. С какими вопросами и жалобами на нарушение прав, действиями или бездействием органов государственной власти и местного самоуправления физические лица и организации могут к ней обращаться. Вообще в своей работе я стараюсь использовать как можно чаще выездные приемы граждан, потому что я понимаю прекрасно, что дислокация уполномоченного – это город Сыктывкар, и людям приехать в Сыктывкар, чтобы обратиться к уполномоченному, это достаточно сложно. Да? Люди, которые живут в глубинке, не каждый может это сделать через интернет, не каждый знает, как позвонить. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы приехать в тот или иной район, встретиться с гражданами, да, проинформировать о том, что я приезжаю, как можно больше количество людей. Почему вот мы всегда очень плотно со СМИ работаем, да, потому что только через вас мы эту информацию можем довести. И, конечно же, пригласить на прием и услышать то, что граждан волнует. И, конечно же, постараться помочь. Понимаю прекрасно, что не все вопросы мы можем решить сходу, не сразу на все вопросы я могу ответить, да, потому что нужно где-то поизучать законодательство, где-то разработать определенный алгоритм, но стараюсь ни одно обращение без внимания не оставлять. Что касается Инты, конечно, в Инту давно хотела тоже приехать, да, потому что не была здесь еще в качестве уполномоченного. Вот. А недавно просто мне написали жители Инты, попросили приехать, пригласили посетить город, услышать чаяния, пожелания, что и было сделано. Вчера провели мы прием граждан. Прием был достаточно, я считаю, насыщенным и сложным, потому что на прием пришли 17 человек. Затянулся у нас прием до 5 часов, то есть 5 часов вот мы занимались приемом граждан вместе с местным прокурором. Вопросы самые разнообразные. Конечно, большая часть вопросов все-таки связана со специальной военной операцией. Вопросы, которые волнуют граждан, это и вопросы переселения с районов Крайнего Севера, из приравненных территорий. Это и вопросы тишины и покоя. Обращались к нам и по вопросам медицинского сопровождения, по вопросам здравоохранения и по разрешению трудовых споров. То есть вопросы были самые разнообразные. Но на сегодняшний день все-таки, наверное, самые такие эмоциональные, самые вот такие вопросы, которые задевают, наверное, струнки души любого человека, это вопросы, связанные со специальной военной операцией. Большая часть вопросов, конечно, поступила по оказанию содействия в розыске без вести пропавших граждан. Понимаем всех родственников, да, и мам, и жен, и сестер, и дочерей, потому что, конечно же, всегда надеемся на лучшее, и мы надеемся с людьми, вместе с ними, да, что военнослужащий найдется, что все будет хорошо, потому что были у нас такие случаи, когда человек был объявлен без вести пропавшим, да, а потом он объявлялся либо в плену, да, устанавливали, что он в плену находится, либо где-то в госпитале. Поэтому всегда надеемся вместе с родственниками, и все, что от нас зависит, мы, конечно же, сделаем. В микрорайоне Южный Вера Железцова посетила дом-интернат для престарелых и инвалидов.
На данный момент в социальном учреждении проживает 31 человек от 45 до 90 лет из разных городов и районов нашего региона. Уполномоченный по правам человека в Республике Коми пообщалась с сотрудниками и подопечными дома-интерната. Почему посещаю эти учреждения? Потому что с 1 сентября этого года уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации являются еще и субъектами защиты прав граждан и с психическими расстройствами. А такие люди тоже, да, в таких учреждениях бывают. То есть мы сейчас работаем и с гражданами, которые с психическими расстройствами в социальных учреждениях, да, и в учреждениях здравоохранения. То есть это тоже теперь как бы на нас наложили такую обязанность федеральным законодательством. Как попали сюда? Марина у нас Печора, с Кожвы. Да, Кожвы. В Кожве были тоже в интернате там, нет? Ты с отделения сестринского ухода, да, попала? Да. С самой Печоры, со строительной, Да, да, которая на строительной на улице, да? Ну, я плохо говорю. У нее из родственников только тетя. Только Ну, с тетей уже связь не В поддерживает. Печоре проживает тетя, да? Я не... Ага. Ну, расскажите мне, как вас тут кормят? Ну, честно, только рассказывайте, все хватает. Ну, как кормят? Как? Окрошку едим, перцы едим фаршированные. Так, что там еще? Селедку едим. Печёночные котлетки. Печёночные котлеты. Питания хватает или не хватает? Нет, не хватает. Не хватает всё-таки. Нет. Ну, что-то вкусненького хочется, Конечно, да. Ну, вот в плане именно вкусненького, а не горячего. Горячего-то, наверное, хватает? Ну, хватает. Да. А что бы тебе хотела в питании разнообразить? Да, что бы хотели изменить? Окрошки побольше, наверное. Потому что, Да. Каждую неделю окрошки, а то мы всегда только же летом к едим. пожеланиям-то всегда прислушиваемся, потому что кто-то вот говорит, хватает. Вот с мужчинами с вашими пообщалась, они сказали, все нормально, вообще даже ничего не надо, все хорошо. Кому-то не хватает, это же все индивидуально, так Ну, ведь? конечно, Кому-то больше надо, да, кому-то да. меньше надо. Мы знаем, Марина у нас любит окрошку Да, и селедку. Да, я Окрошка, люблю. селедка. Короче, с олененьком Готова хватает, есть да? каждый день. Ну, а окрошка и селедка это как каждый день. Ну, это Не конечно, получится, да? да. Ну, все хорошо. Все хорошо. Да? Потихоньку. В общем, да. я так поняла, что скучать вам не приходится. Нет, да? То есть нет, вам есть чем заняться конечно. всегда. В Интинском доме-интернате созданы все условия для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья и преклонного возраста. Многие из подопечных совершенно одинокие или выросшие дети живут далеко и не могут о них заботиться. Опытный квалифицированный персонал окружает их особым вниманием и теплой заботой, круглосуточно обеспечивает полноценный уход. Очень уютный у вас дом-интернат, да, очень хороший персонал. Видно, что люди работают с душой, да, что их интересует жизнь их подопечных. Но мы понимаем ведь прекрасно, что это ведь не дом, да, и казенное учреждение никогда домом не станет. И для многих людей это вот уже такое пристанище, да, где можно дожить свою жизнь. И я считаю, что когда люди собираются в таких учреждениях, наверное, это все-таки лучше, да, чем человек будет где-то ходить по ночлежкам, да, или окажется на улице. И у вас ведь достаточно уютно. И поговорила я не в присутствии администрации учреждения с людьми, да, и какой-то критики в адрес работников учреждения не поступило. Говорят, живем одной большой дружной семьей. Конечно, бывают различные и конфликтные ситуации, как в любой семье. Бывают и споры. И, конечно, может быть, всегда нам хотелось что-то улучшить. Это нормально, да, всегда хотеть улучшить что-то. Но я считаю, что ваш дом-интернат достаточно достойный. В ходе визита уполномоченный по правам человека в Республике Коми посетила церковь Николая Чудотворца в микрорайоне Южный. Сейчас в поселковом храме ведутся ремонтные работы. В Интинском филиале Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа Вера Железцова провела для студентов правовой урок, в ходе которого молодые люди узнали о юридической ответственности, ее видах, с какого возраста ребята могут быть привлечены к ней. Омбудсмен привела отдельные примеры из жизни и негативных последствий правонарушений. Часть урока была посвящена решению ситуационных задач. Я думаю, что эта информация нужна многому обществу, так же, как и нашей группе. Вот. Сегодня узнали очень много интересного на этой конференции. Стараюсь встречаться с детьми, с учащимися учебных заведений, где-то порешать с ними ситуационные задачки, да, юридические, для того, чтобы что-то в голове осело, да, какие права, там, свободы имеют они. Вот. И, конечно, это тоже заряжает энергией определенной.
особенно работа с детьми. Интинцы, которые нуждаются в помощи, или те, у кого есть вопросы к уполномоченному по правам человека в Республике Коми, могут обратиться к Вере Железцовой не только лично. Заявления и жалобы также принимаются в письменном и электронном виде. Инту посетила крупная делегация гостей из 7 муниципалитетов нашего региона. Молодежь и взрослых объединил республиканский форум «Первые первым», площадкой проведения которого стала Инта. Старшеклассники-активисты в сопровождении кураторов отделений движения первых из Вуктыла, Троицка-Печорска, Усинска, Печоры, Воркуты и Ижмы в понедельник утром прибыли в Инту. Практически для всех это первый визит в наш северный город. Инта, несмотря на суровую северную погоду, встретила очень гостеприимно. Во-первых, очень порадовал наличие снега, потому что на южных районах снега еще нет, а здесь приятно, уже светло. И тепло было не только от того, что замечательная погода, а тепло было от гостеприимства. Работа форума проходила в 3 дня, от и до, наполненных всевозможными интерактивными площадками, деловыми играми, встречами, мастер-классами и семинарами. Открытие состоялось в гимназии номер 2. Для встречи гостей был организован настоящий праздник. С приветственным словом перед гостями форума выступила заместитель руководителя администрации города. В этом году, 4 октября, Инте исполнилось 70 лет. Несмотря на суровость климата нашего города, воркутинцы нас поймут. На самом деле в Инте живут очень добрые, очень отзывчивые, гостеприимные, очень хорошие люди. Я думаю, вот за эти 3 дня вы это полностью во всей мере почувствуете. Старт мероприятием был дан. Кропотливая и интересная работа форума началась одновременно на нескольких площадках. Для подростков организовали нетворкинг. Это создание и развитие сети полезных знакомств. И провели его в увлекательных форматах. Один отряд работал в творческом пространстве, создавая видео самопрезентации и короткие ролики. Подростки второго отряда знакомились, сближались и обзаводились новыми знакомствами в формате своей игры. Параллельно работе детских отрядов в актовом зале гимназии прошел круглый стол с приезжими гостями и кураторами первичных отделений движения первых. Специалисты обсудили перспективы развития движения и взаимодействия с образовательными организациями. Форум «Первые первым» он является довольно масштабным, потому что, во-первых, сюда приглашены представители движения первых со всех муниципалитетов. Кроме детей здесь работают и кураторы первичных отделений, и семейное сообщество «Родные, любимые». И для всех своя насыщенная программа. Главной площадкой проведения второго рабочего дня форума «Первые первым» стала Центральная библиотека. Здесь с самого утра встретились все гости города и члены большой делегации. Сходу ребята включились в работу. Примечательно, что второй день был предоставлен мальчишкам и девчонкам в полное распоряжение. Самые активные привезли с собой подготовленные мастер-классы, провели их для товарищей по движению и поделились наработками. Я веду сегодня тренинг на повышение уверенности в себе. Я выбрала эту тему, потому что я считаю, что это очень актуальная тема среди подростков. Во второй половине дня здесь же прошли деловая игра «Лидер» на знание нашей необъятной страны и квиз на тему «Вклад Республики Коми в Великую Победу». Форум оказался намного интереснее, чем мы вообще ожидали, потому что мы приехали сюда с детьми получить новые знания, и мы их получили. Закрытие форума прошло очень тепло и душевно. За эти 2 насыщенных дня все так сдружились и сплотились, что стали одной большой семьей и не хотели расставаться. Расширенную программу о том, как прошел республиканский форум «Первые первым» в Инте, смотрите в эфире нашего канала в ближайшем выпуске. Сотрудники лицея номер 1 решили возродить старые добрые традиции и на этих осенних каникулах организовали не просто площадку для своих учеников, а настоящий профильный медицинский лагерь. Его участниками стали ученики с 7 по 10 классы, которые уже сейчас активно увлекаются химией, биологией и ориентированы именно на сдачу ЕГЭ по этим предметам. За несколько дней лицеисты посетили различные отделения больницы, побывали на станции переливания крови, прошли обучение оказанию первой медицинской помощи в ДСАФ. Одна из экскурсий на скорую помощь.
Учащиеся лицея номер 1 часто после окончания учебного учреждения выбирают именно медицинские институты. Здесь несколько лет назад даже было разделение обучения по направлениям: физмат, химбио и гуманитарное. Сейчас уже такой четкой границы нет, но юным лицеистам педагоги все равно дают разностороннее образование и развивают заинтересованность в предметах. Чтобы укрепить интерес к химии и биологии, а также желание стать медиками, руководство школы поддержало идею создания профильного медицинского лагеря на осенних каникулах. Такая потребность существовала уже давно, и эта идея давно летала у нас в воздухе, поэтому вместе с администрацией лицея мы решили организовать такой лагерь, который будет не просто времяпровождением детей развлекательным, да, и оздоровительным, но еще и познавательным. Врачи города откликнулись, все отделения, и мы проводим экскурсии, станция переливания крови, отделение скорой помощи. Также ДСАФ пошел нам навстречу и тоже проводит прекрасные занятия, которые развивают детей и помогают им выбрать будущую профессию. В отряде профильного лагеря 14 человек, преимущественно девочки. Изначально желание стать его участником изъявили большее количество ребят, но было принято решение ограничить число, ведь вести по медучреждениям толпу детей нефункционально. Ученица лицея номер 1 Анастасия Бобли как раз из тех детей, кто любит химию и биологию. Именно увлечение этими предметами подвело ее к мысли, что профессию стоит выбрать медицинского профиля. Я хочу связать свою жизнь с медициной, я поэтому пришла в медицинский лагерь и вот интересуюсь, что тут есть и как люди работают. Мама Полины Резвых, врач ультразвуковой диагностики Интинской центральной городской больницы Валерия Игоревна Резвых. Юная лицеистка мечтает пойти по стопам мамы и тоже стать медиком. Правда, пока еще не определилась, каким. Перед девочкой стоит выбор: уйти в психологию или все-таки отдать предпочтение лечебному делу. Я была на работе у своей мамы. Она смотрит серьезные заболевания. И мне нравится то, что она может помогать людям найти эти серьезные заболевания. Организаторы лагеря надеются, что все дети во время экскурсий побольше узнают о профессии медиков, о том, что выбор специализации велик, и пациенты нуждаются в оказании различной помощи. А еще надеются на то, что все ученики обязательно вернутся в НТУ. Мы узнаем новое о медицине, как измеряется давление, с чего это все началось, из чего стоит наш организм. Мы ходим на экскурсии, смотрим. Вот недавно мы посетили здание, где доноры отдают свою кровь, просмотрели свой резус-фактор, и было очень интересно. В отделении скорой медицинской помощи экскурсию ребятам провела фельдшер Светлана Дубовая. Медик уже почти 30 лет ежедневно оказывает экстренную помощь интинцам. Ситуации бывают разные. Иногда приходится прибегать и к помощи правоохранительных органов. Но в основном работа приносит удовлетворение, когда понимаешь, что твоя помощь действительно скорая. Сегодня фельдшеры в день делают в среднем не менее 30 выездов к пациентам. Одновременно работают 3 бригады. Именно в перерывах между вызовами Светлана Владимировна пообщалась с лицеистами. Вот это вот непосредственно вот как с корабля на бал рабочая укладка с вызова приехала. Вас уже, наверное, знакомили, да, с перечнем? Для оказания экстренной неотложной помощи укладка медицинская скоропомощная. Так, начнем с самого простого. Перевязочный материал. Бинты, лейкопластыри. Потом у нас идет шпателя осмотреть горло. Вот эта штука называется медицинский периферический катетер. Вводится внутривенно. Если поставлен катетер в вену, считайте уже 50% успеха в спасении человеческой жизни. Если вы хорошо успели вовремя поставить катетер в вену, значит через него можете прогнать все лекарства, поднять давление человеку, снять приступ удушья, снять болевой синдром и довести, как говорится, живым-здоровым относительно до непосредственно места госпитализации. Девочки узнали, как диспетчеры получают вызов, для чего им нужны планшеты, что такое укладка и как оснащен современный автомобиль скорой помощи. Смогли задать интересующие их вопросы, получили на них ответы и укрепились в своем желании стать медиками. Кстати, в следующем году подобный профильный медицинский лагерь лицея номер 1 для своих учеников планируют организовать вновь.
Учителя с восьмиклассниками сразились в городской военно-патриотической игре «Зорница-2024». В этом году в состязаниях приняли участие 5 команд – «Педагоги», «Пламя», «Высота», «Патриот» и «Прометей». Состязания были организованы на территории спортивной школы «Юность». Перед каждой командой стояла задача, согласно маршрутному листу, пройти 5 этапов, набрав максимальное количество баллов. В этом году в «Зорнице» приняли участие практически все общеобразовательные организации Инты. Всего 25 человек, 5 команд по 5 игроков в каждой. В одну сборную вошли педагоги школ. Все участники военно-патриотической игры основательно готовились к состязаниям. Наша команда «Высота», мы из французской гимназии второй. Мы надеемся на лучший результат. Мы готовились, ходили в пожарную часть, надевали костюмы, подсоединяли пожарный рукав, да, к пожарной машине. А потом в школе спасали человека из машины на носилках. Мы вот первый раз участвуем в «Зорнице», надеемся, что выиграем. Очень здорово, что в нашей школе российской стали устанавливать лучшие традиции советской школы, а именно проведение игры в «Зорнице». Я сам когда участвовал в этом, было здорово, немножко формат другой, но ничего. Всем участникам, всем командам желаю удачи, победы, не отступать, только вперед. Спасибо. Для участников игры было подготовлено несколько испытаний. Некоторые этапы школьники и педагоги проходили с большим трудом. Одно из самых сложных заданий традиционно подготовили интинские спасатели. Согласно вводной, произошло дорожно-транспортное происшествие. Командам необходимо с помощью специальных гидравлических инструментов поднять машину и эвакуировать из-под колес автомобиля пострадавшего пассажира на безопасное расстояние. Этап достаточно интересный, насыщенный действиями. У нас ликвидация последствий ДТП. По вводной столкновение двух автомобилей. Один пострадавший находится под одним из них. То есть команде надо при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента без нарушения охраны труда и техники безопасности. Зачем мы будем следить здесь, прямо вместе с ними проходить этап. Приподнять машину, достать пострадавшего, вынести его в безопасную зону. И второй автомобиль при помощи полиспаста оттащить в безопасную зону. То есть будем смотреть, чтобы руки под машину не совали, правильная работа с инструментом гидравлическим, чтобы обязательно забрало было опущено, перчатки защитные были надеты, ну и много-много еще всего будем контролировать. Самое главное — не нарушать технику безопасности. Для этого команда надевает шлема пожарно-спасательные и работает с гидравлическим инструментом только с опущенным забралом. За этим будем следить. Также надевайте, мы вам выдадим рабочие перчатки, чтобы не повредить руки. По команде старт. Команда надевает шлема, перчатки. Надо вам выбрать, кто из вашей команды будет расставлять конуса. То есть ограждаем примерно в 5 метрах рабочую зону ДТП, чтобы посторонние не заходили. Здесь находится еще носилки, гидравлический инструмент. 2 человека работают с инструментом, 2 человека подставляют упоры под автомобиль. Под автомобилем пострадавших. Как только вы поднимаете автомобиль, ставите упоры, опускаете на упор автомобиль, убираете инструмент, только после этого на носилке достаем пострадавшего, относим в безопасную зону. После этого сразу же полиспашт уже заряженный, вам надо автомобиль УАЗ, вот буханку, утащить. Команды проходили испытания с большим азартом. Всем хотелось выполнить задание в максимально короткие сроки и, самое главное, правильно. За боевой дух, сплоченность и дисциплинированность команды на каждом этапе на усмотрение руководителя могли также заработать дополнительные баллы. Стоп. Левее касание фишки. Рукой фишки закоснись. Прямо идем. Чуть ускоряемся. Немного правее. Идем вперед. Стоп. Касание фишки. Левее. Еще. Вот.
На прохождение каждого этапа давалось по 10 минут. Интересные задачи перед игроками поставили пожарные. Участники должны были быстро надеть боевую одежду, развернуть пожарный рукав, ликвидировать возгорание. Затем снять и уложить боевую одежду на место. Нет, все, держите на плечо рукав, и все. А вот сколько поправьте у вас ответ дальше. Мы участвуем командой 5 человек, преподаватель, организатор ОБЖ, заместитель директоров по безопасности. Соответственно, своим примером хотим показать, что и у нас есть еще запасы, пыл и дух. Сейчас прошли 2 этапа, быстренько расшифровали пословицы, постарались вот буквально с минуты на минуту закончили этап извлечения пострадавшего из-под автомобиля и передвижения автомобиля с помощью полиспаса. На самом деле интересно, командный дух у нас присутствует. Надеемся на победу. Ну, конечно, дети должны победить, они быстрее и сильнее, ловче, но мы тоже постараемся и применим все усилия. По итогам военно-патриотической игры «Зорница-2024» наибольшее количество баллов набрала команда педагогов, но она участвовала вне зачета. Призовые места заняли дети. 3-е место у учащихся лицея номер 1. 2-ми стали ребята из гимназии номер 2. Победа присуждена команда «Прометей» школы номер 8. На базе спортивной школы «Интинская» прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди дошкольных образовательных учреждений. Свои первые шаги в выполнении возрастных нормативов и покорении высот ГТО сделали воспитанники детских садов «Белочка», «Рябинушка» и «Крепыш». Фестиваль ГТО для дошколят в спортшколе «Интинская» проводится уже 3-й год подряд. Каждый детский сад подготовил на мероприятие по 2 команды. Всего 6 команд по 6 человек в каждой. По 3 мальчика и 3 девочки. Все с горящими глазами, легким волнением и отличным настроением. Замечательное мероприятие, оно проходит ежегодно. И это очень необходимо, потому что именно в дошкольном возрасте закладываются самые истоки здорового образа жизни. И детям очень нравится физкультура. И вот этот командный дух еще больше сдруживает ребят и помогает комфортному общению в группе. Ярким открытием фестиваля стало выступление всеми любимого танцевального коллектива «Релакс». Соревнования проходили по следующим испытаниям: челночный бег, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, бросание мяча на дальность. Эти нормативы направлены на проверку силы мышц рук, ног и пресса, быстроту, ловкость, гибкость и пластичность. Команды перемещались от одной площадки к другой, пока не были выполнены все нормативы каждым членом группы. Малыши, несмотря на свой возраст, старались изо всех сил. Каждый выкладывался по максимуму.
Цель состязаний – популяризация спорта и здорового образа жизни среди детей, педагогов и родителей. Вообще к спорту надо прививать детей, любовь к спорту надо прививать детям с раннего возраста. Вот и данная сдача нормативов ГТО – это такой момент, где дети начинают изучать азы, что надо делать им, как надо делать, и выполняют определенный норматив, где получают знак. То есть это говорит о том, что да, я выполнил нормативы, я получил определенный знак. Необходимо это делать? Конечно, необходимо, потому что, занимаясь спортом, детвора укрепляет здоровье, то есть они становятся крепче, дружнее, они показывают свою силу в разных видах спорта. И радостно, что на данное мероприятие «Первые шаги в ГТО» приходит всегда у нас много команд. Мало того, что дети принимают участие, но самое основное, что родители, бабушки, дедушки приходят, болеют за них. И есть уже случаи, когда, посмотрев на своего внука, внучку или ребенка, взрослое население приходит и сдает нормативы. В этом году мы первый раз принимаем участие, сдаем нормы ГТО. Сын у нас участвует 6 лет в садике, соответственно, они отобрали их из группы. Единственный из группы из мальчиков, чем мы опять же гордимся. С детства занимаемся сами, соответственно, своим примером, показываем, как это полезно в жизни, заниматься физкультурой, сдаем нормы ГТО. В этом году, кстати, тоже готовлюсь, буду сдавать по весне, да, эти нормы. Соответственно, стараемся своим примером показать ребенку, насколько это полезно. Пока неплохо сдаем, удачно проходит у нас, соответственно, сдача. Надеемся на золотой значок. По итогам фестиваля были выявлены победители в командном зачете и личном. Результаты дошколят отправлены на проверку. Осталось дождаться присвоения значка ГТО. Каждый малыш мечтает получить высокую награду как подтверждение своих способностей и стать гордостью для своих родных. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.